Салям алейкум! Это программа Bond Weekend и я, Алия Хаджибадинова. Сегодня мы с вами отправимся на юг Украины. Куда именно, вы узнаете немного позже, но обещаю, будет очень интересно. Ну что, поехали? Решила отправиться туда на автомобиле, потому что очень уж люблю эту живописную дорогу на Крым, даже несмотря на ее не всегда качественное покрытие. Я в Геническе. Это небольшой курортный город, расположенный у побережья теплого Азовского моря. Население около 25 тысяч человек. Благодаря прибрежному расположению и развитой инфраструктуре, особенно в последнее время, город стал популярен среди туристов не только из Украины, но и из зарубежья. На побережье Арабатской стрелки и в Геническе находится около 70 заведений оздоровления и отдыха, 15 детских лагерей и более 500 частных мини-отелей и пансионатов. Стоимость проживания зависит от комфортабельности номеров и, конечно же, расстояния до моря. Пришло время определиться с гостиницей и мне. Поехали посмотрим вместе, какие нам предложат варианты и где можно остановиться. Отель «Жемчужина». Уютные номера с видом на море. Есть все необходимое для отдыха. Парковка. На территории отеля есть собственное кафе с крымско-татарской кухней, мангальная зона и детская площадка. База отдыха «Белый лебедь». Это 12 гектаров ухоженной, зеленой, охраняемой территории. Проживание в комфортабельных номерах и коттеджах, новый бассейн, есть отдельно стоящие домики со всеми удобствами у самого моря, свое озеро, свой песчаный пляж и даже собственный мини-зоопарк. Отельный комплекс «Райский сад». Прекрасный вариант для отдыха. Я останавливалась тут пару раз и могу с уверенностью рекомендовать вам этот отель. Комплекс находится на первой береговой линии. Одновременно может принять 470 гостей. Это 3 отдельно стоящих корпуса с 2 бассейнами, с комфортабельными номерами с видом на море. Питание в хорошем ресторане, в котором, кстати, часто проводят торжественные мероприятия. Тут также можно воспользоваться услугами спа-центра и спортивного комплекса. Частный пансионат «Замок Эльзы» находится в 150 метрах от моря, с собственной парковкой, мангалом, кафе, кстати, с очень вкусной кухней. Оздоровительный комплекс «Мелиоратор». Построен еще в 80-х годах, «Мелиоратор» покоряет отдыхающих своей спокойной, легкой ретро-атмосферой. Это отличный вариант для ценителей семейного отдыха. Шесть с половиной гектаров зеленой охраняемой территории с многолетними деревьями. За летний сезон принимает около 7 тысяч гостей. На территории есть собственный кинотеатр, множество баров и кафе, свой оборудованный пляж и многое другое. Итак, друзья, мы с вами посмотрели разные варианты гостиниц и отелей, и я выбрала как раз одну для себя. Эта гостиница находится в селе Счастливцево, недалеко от моря. Она находится в частном секторе. Мне очень интересно, какой сервис здесь. Эта гостиница называется «Акварель», клуб-отель. Давайте посмотрим. Добрый день. Ой, здравствуйте. Добро пожаловать в отель «Акварель». Спасибо большое. Меня зовут Сергей. Оливье, очень приятно. Ну что, какой номер меня ждет? Самый лучший номер, да, с шикарным видом. Дайте-ка угадаю, наверное, какой-то из этих, да? Да, пойдемте. Пойдемте посмотрим. Что, вы поухаживаете, да?
Спасибо. Обратите внимание на этот шикарный вид. Слушайте, а откуда солнце встает с утра? Прямо из моря. Ну надо же, классно. А воздух здесь какой шикарный, просто... Да, вот видно Берючий остров. Да, мы туда скоро отправимся, кстати. Ну что, давайте смотреть номер. Пойдемте заселяться. Да, интересно, что меня тут ждет. Ух ты, какая картина. Хорошо. Ага, Это ваш номер. спасибо большое. Дальше я уже сама, да? Приятного отдыха. Да, спасибо большое. Ну что, давайте осмотримся. Здесь есть большая кухня, что свидетельствует о том, что номер у меня будет просторный. Давайте посмотрим. Ну, холодильник, микроволновая печь. Все новенькое, чистенькое, очень приятно. Запаха, кстати, вообще никакого нет. Ух ты! Ух ты! Слушайте, как красиво. Диван, большой диван, есть рабочий стол, рабочая зона. Большие окна. Мне очень нравится, стильненько. Морская тематика, красивая комната просторная, яркие пятна, ну называется же акварель. Мне кажется, здесь будет очень комфортно. И я классно проведу свой отдых. Вот я и разместилась, отдохнула, пришло время и пообедать. Недалеко от моего отеля есть чудесный рыбный ресторанчик «Морской кот». Пойдемте посмотрим, чем там угощают. Здравствуйте. Доброго дня, ласкаво просимо у ресторан «Морський кіт». Я не могу определиться с выбором, что вы посоветуете? А давайте ми зробимо вам сюрприз та оберемо страви на наш смак. Давайте. Дякую. Домовились? Да. Дякую. Будь ласка, салат, теплий салат з курятиною та салат з тигровими креветками. Ого! Смачного. Дякую. Друзья, посмотрите, как красиво. Это на выбор, я так понимаю, чтобы я попробовала и то, и то. Здорово. Давайте пробовать. А после этого мне принесли еще и еще. Дякую. Ви вирішили мене теж потім з'їсти. Не думала, что справлюсь, но, как видите... Итак, чем себя занять? Физическая активность? Нет, я слишком много съела. Может, в море искупаться? Сильный ветер, да и волны. О, кажется, я придумала. Мы отправимся к настоящему чуду природы, к Розовому озеру. Путь к нему лежит через красивейшую степь, где воздух наполнен ароматами моря и разнотравья. Эти земли имеют богатую историю. Разные народы оставили свой след в этих степях. Здесь кочевали древние племенные союзы, кемерийцы, скифы, эллины, сарматы, хазары сменяли друг друга. Впоследствии они приняли участие в этнической истории крымско-татарского и других народов. С 1441 по 1783 года эти земли входили в состав Крымского ханства. Кстати, в этот период здесь выпасались табуны ханских коней, которые ценились в степи за свою выносливость.
какая тут красота! Я не удержалась и решила собрать себе букетик полевых цветов. Люди ищут места силы по всему миру, а возможно, они совсем рядом. Просто иногда нужно остановиться. Друзья, слева от меня чудеснейшее розовое озеро, и мы с вами тут впервые встретим наш южный закат. Вот оно, чудо природы, целебное розовое озеро. Находится оно рядом с селом Приозерное, и проехать мимо него просто невозможно. Расположена на севере косы Арабатская стрелка, соединенная Севашом узким проливом. Соль здесь добывали испокон веков путем испарения ее из рап и лиманов. Невероятный сюрреалистический пейзаж. Летом из-за большого состава микроводорослей, которые являются источником натурального бета-каротина, озеро обретает фантастический розовый цвет. Озеро Геническое или Розовое озеро. Славится оно тем, что в 1840 году на нем был открыт один из крупнейших соляных промыслов на Арабатской стрелке. Соль здесь добывали настолько качественную, что известный химик Дмитрий Менделеев сказал: солить пищу севашской солью все равно, что солить ее золотом. Сегодня в солепромысле озеро не используется, но популярное среди жителей и туристов своими целебными свойствами. А к концу лета соли здесь так много, что она кажется глыбами снега. Проснувшись в хорошем настроении, я решила: все-таки пассивный отдых у бассейна не мое. Отправляюсь за порцией новых эмоций. Я хочу увидеть Севаш и Геническ с необычных ракурсов. Для этого мне понадобятся каяки и сертифицированный гид. Здравствуйте! Здравствуйте. Я хочу попасть на экскурсию по проливу. Мне сказали, что здесь самые классные экскурсии. У нас. Да? Добро Скажите- пожаловать. Да, спасибо большое. А у вас безопасно? У нас очень безопасно. Во-первых, мы всем выдаем жилеты Ага. спасательные, хотя мы на больших глубинах не ходим, но на всякий случай все равно выдаем. Во-вторых, наши инструкторы сертифицированные матросы-спасатели, а также сертифицированные гиды экскурсоводы. Кто меня поведет? Сегодня я. Класс, спасибо большое. Давайте готовиться. Давайте. Пройдемте каяком. Вы готовы? Да, готово. У меня есть кепка, у меня есть вода. Все, я Отлично. прочитала вас. Не перевернемся? За весь прошлый сезон у нас не перевернулся ни один человек. Каяки Хорошо. очень устойчивые, особенно двухместный, в который мы с вами пойдем. Мгм. Он вообще как маленький крейсер.
Проходите наперед, Прям с веслом? прям с веслом. И прям в воду, да? Давайте я вот чуть-чуть подержу, чтобы вам было удобно. Присаживайтесь сюда, упираетесь спиной вот сюда. Рыбки, смотрите. Уху! Все, мы на воде. Сделаем круг почета, чтобы Да, я же забыла совсем, привыкнуть что у меня есть немножко к этому весло. ощущению. Ага. Вправо, теперь лево. Слушайте, ну я так уже чувствую напряжение. Вот, С непривычки, да, конечно. с непривычки. У нас самому молодому экскурсанту было 3 годика. Да вы что? Папа с мамой на таком же двухместном каяке, на котором мы с вами идем. И вот здесь сзади за вами есть такое детское пассажирское сиденье. Ага. Этот каяк, он называется тип 2+1. То есть вы мне взрослых и дали 1 самый ребенок. безопасный каяк. Да, Короче, экстрима не получится. ощущение как в каяке. Ощущение, знаете, вот так вот солнышко чуть припекает, но вот эти капельки, которые попадают от весла, оно такое вот какую-то гармонию придает. Идеальное сочетание воздуха, этого ветерка. А запах какой? Да, аромат Как севаш вообще. пахнет. Друзья, рекомендую. Это очень классно. Все, стоим. Я просто увязла. Выли. Это фирменный севашский берег. Это такая глина с илом. О, Грязно, но полезно. да, сейчас покажу вам, друзья, смотрите. Да. Вот вы попробовали как раз СПА-процедуры знаменитые севашской. Это севашская лечебная грязь. Под нами находится затопленное большое судно. А мы его увидим? Нет. Оно лежит где-то на глубине под многими слоями ила. Многими десятилетиями он намывался. Ну да, да, да. Эту баржу затопили, она была с углем. Ее затопили во время Первой мировой, когда флотилия отходила в сторону Севаша, прятались. Вот, чтобы их не преследовали суда большие, они здесь затопили это судно. И его в процессе замыло. И получилась вот такая вот большая-большая отмель прямо в центре канала. Это прекрасное ощущение. Такое умиротворение внутри. Такой релакс. Особенно, когда ты не гребешь. Ну, вообще, надо было, конечно, грести. Но наш гид меня пожалел. Утренняя прогулка на каяке завершена, но меня ждет очередное приключение. И я спешу в порт, так сказать, с корабля на бал. Или с бала на корабль. Вот. Вот наш корабль. Здравствуйте, Добрый день, добрый день. Алексей Алексеевич, Да, капитан корабля. да, до катера. Давайте знакомиться ближе. Давайте. Меня зовут Алия. Очень приятно. С прибытием. Спасибо большое. Куда мы сегодня с вами пойдем? Ой, у нас сегодня интересный план. Выход в море и посещение жемчужины Азовского моря, остров Берючий.
Если вы не Спасибо. против, конечно. Я очень переживаю, потому что, честно говоря, я первый раз выйду вот так вот в открытое море. Ну, я думаю, что не стоит переживать. Море ласковое, да. Вы видите, Сегодня хорошая погода. погода шикарная, поэтому я думаю, и ветер нам будет попутный, поэтому все будет хорошо. Я без очень надеюсь. переживаний. Слушайте, а я слышала о том, что есть такие традиции, которые нужно выполнить перед посещением корабля. Вы прям хотите не только пассажиром, но и стать моряком? Ну, немного да. Ну тогда да, есть такие традиции, но это не перед, это надо выйти в открытое море, чтобы вода была чистая, и выпить плафон. Она действительно очень интересная традиция. Плафон прям морской воды? Плафон морской чистой воды. Ага, это И вот сколько только получается после этого- миллилитров? Ну, порядка 0,5. Боже Что, мой. согласны? А живые были после этого? Все живые, я же перед вами стою. Ну, я готова рискнуть, да. Хорошо, рискнем. Большой риск, но попробуем. Хорошо, спасибо. Давайте тогда попробуем. Чтобы Вау, вы ничего не боялись, все будет хорошо. спасибо. Ромашка, ну, пойдемте, я вас попробую провести. Есть, есть, есть. Ну что, отправляемся? Заводи мотор. Ура! Поехали. Вы будете механиком, а я капитаном. Хорошо. Переодевайтесь в черное, хватит белого. Итак, я отправляюсь на Берючий остров. Конечно, туда можно отправиться на машине, но я не ищу легких путей. Мне по душе открытое море, качка, ну и вот это старое судно. Нет, это не реклама шоколада, друзья. Это Алексей Алексеевич разрешил мне съесть шоколадку. Катерный паёк. Катерный паёк. Да. Именно черную горькую шоколадку для того, чтобы не укачивало в пути. И Помогает? вот помогает. И Алексей Алексеевич обнулил все мои калории. Вот именно на воде можно есть сладкое, да? Давайте. Ну, оно не очень сладкое, горький шоколад. Но, тем не менее, должно помочь. Азовское море. Средняя глубина его составляет 8 метров, максимальная 14. Летом оно прогревается до 30 градусов. Вау, какие волны! Честно, это было так неожиданно. Я думала, мы так вот проскочим, а нет. Сейчас идет процесс оморячивания. Да. Ай! Чуть не упала я за борт. Так, бойся. давайте, я держу. Давай. Я с вами, давайте. Давай. Все, это с сегодняшнего дня я буду моряком. Настоящим. Да. Боже, тут хоть никаких рядом заводов нет? Нет. Очистительных. Смотрите, вот плафон. Да что плафон? А, Вот так будем черпать и пить воду. боже, вы видите, Если... как Да, это грязный плафон. плафон он грязный, но вода и душа моряка чистые. Так, Алексей Алексеевич, Пьем. смотрите, мое здоровье в ваших руках. Ты Всё, не бойся, для я того, спокоен. чтобы стать моряком, На нас люди смотрят, моряки все смотрят мира. Мира! Дядя твой моряк сейчас будет видеть все это. Вперед! Вкусное? Что? Ты меня не узнаешь? Это- Ну как? Еще дальше? Мало я тебе налил, да, пап? Ну, надо было... кто я вам такого сделал? Ты будешь моряком или нет? Да я уже. Давай.
Еще? Конечно, весь плафон надо выпивать. Пей, надо допивать, иначе... А как, моряк наполовину, что ли? Пей. Надо пить. Ну, пол плафона осталось. Ну. Хорошо, я сама. Давай, Давайте. давай. Всем назло. Пей до дна, пей до дна. О! Ну, Все, моряк. Вот и родился в мире еще один настоящий моряк. с вами была Поздравляю. программа «Бон Викенд». Алексей Алексеевич, это, по-моему, последняя наша программа. Мы подошли к острову Берючий. Это уникальный природный заповедник. На самом деле это полуостров в Азовском море, около 25 километров в длину и 5,5 в ширину. Он входит в состав Азово-Севашского национального природного парка и соединен узким перешейком с Федотовой косой. Осенью и весной штормящее море часто перемывает косу и превращает Берючий в настоящий остров, со всех сторон окруженный водой. Здесь своя уникальная экосистема. Десятки редких видов животных, растений и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Остров завораживает своей неповторимой красотой, своими первозданными, почти нетронутыми человечеством просторами. Это неисчерпаемый источник жизненных сил и творческого вдохновения. Друзья, я в полном восторге. Здесь так прекрасно. Воздух настолько чист, что им просто невозможно надышаться. Вы посмотрите, какая природа вокруг. Я обязательно вернусь сюда еще раз. И вам советую сделать то же самое.
была программа «Бон Викенд». За это короткое время мы постарались показать вам самые удивительные места Генического района и рассказать вам о них. Оставайтесь с телеканалом АТР, следите за нашими новыми выпусками, ведь впереди столько интересного.